В республике организуют проверку междугородных такси. Такое поручение сегодня дал глава Башкортостана после смертельного ДТП под Магнитогорском. Накануне там в аварии погибли 3 жителя Сибая. Уроженцы республики возвращались домой из Челябинска, заказав машину через мобильное приложение. Это уже не первый случай, когда частники попадают в ДТП с жертвами. Несмотря на это, пассажиры продолжают пользоваться их услугами. Почему люди, рискуя жизнью, выбирают нелегальных перевозчиков, в репортаже Азата Садреева. Камера очевидца сняла последствия смертельного ДТП под Магнитогорском. Лада Ларгус с полным салоном людей выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Elantra. Водители обоих автомобилей и 2 пассажира универсала скончались на месте. Еще 3 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что жители Сибая возвращались домой из Челябинска. Попутную машину нашли через приложение BlaBlaCar. 1000 рублей проезд стоит. С человека, да? Да. А скольки местных? 6. Такие же ларгусы оккупировали стоянку у супермаркетов на центральном рынке в Уфе. Аналогичных отправных точек в столице с десяток. Отсюда частники забирают пассажиров до Учелов, Белорецка, Сибая, Акьяра и других городов и райцентров. Дорога проходит по горной местности. В рейс машины выходят без ежедневного техосмотра и медицинского освидетельствования водителей. Нет сейчас. Нету? Да, наличие. Вы говорите, что проходите, да? Да. А почему с собой не берете? Не знаю. Обманываете Кого? меня сейчас? Ну, честно признайтесь. Не проходили же, да? Кого не проходили? Медика, техосмотр? Ну нет. Нет? Нет. На защиту коллеги встает другой водитель. В его микроавтобусе 7 пассажирских мест. Из багажника достает лицензию на перевозку. Срок действия до 2024 года. Говорит, что работает по закону. Медосмотр проходил 2 дня назад, когда выезжал в Уфу. Сегодняшнее состояние здоровья предлагает оценить на глаз или на запах. Если вдруг пассажир попросит справку медосмотра, что вы трезвый, он же имеет на это право? Имеет, полностью имеет Вы право. ему что покажете? Свой взгляд, наверное. Отдохнете? Ну, конечно. Не до смеха было главе республики, когда он просил мэра Сибая оказать поддержку родственникам погибших в ДТП горожан. Местная администрация оплатит транспортировку и погребение тел, а также лечение выживших пассажиров. Нелегальных перевозчиков ждет новая волна проверок. У нас как гибель людей, так обязательно вот эти нелегальные такси. Мы сейчас как бы потихонечку наводим порядок, но надо уже наступать на межмуниципальные маршруты, усиливать работу ГИБДД, нашего Транснадзора, иначе будем так людей терять все время. Ради Хабиров отметил, что за такими таксистами довольно часто стоит, цитата, «какой-нибудь жирный котяра, который организовал это дело». Глава республики поручил заняться данным вопросом, и если частники хотят остаться в бизнесе, то только на законных основаниях. Рейды по нелегальным перевозчикам проходили и раньше, но меньше их от этого не стало. У нас эта тема фонит давно, мы многократно вам отправляли, Тимур Афисович, в ГИБДД и так далее. К сожалению, проверки ничего не выявляют, а когда, например, журналист туда выезжает, он видит просто все невооруженным глазом. И вот что мы увидели. Через дорогу от первой стоянки еще один отправной пункт. Но и здесь водители не смогли показать полный пакет документов, разрешающих перевозку. Пассажир по поездам, да. Ну давайте я сейчас заплачу 500 рублей, куплю у вас место, и вы мне покажете Надо мне документы. ничего платить. А? Ничего не покажу. На самом деле водители не показывают эти документы и пассажирам. Да они и не спрашивают. Отправляют родных в рейс, но на всякий случай молятся на прощание. Пока инцидентов не было, так что мы довольны. Давай, пока. Не боитесь отправлять? Вы кого сейчас отправили? Сестру? Сестру? Нет, она без конца вот так приезжает. Все нормально, все хорошо. А почему все-таки не официальный перевозчик? Ну, потому что автобусе, знаете, долго ехать. А тут 3 часа, здесь они 3 часа домой. И все нормально. Главный аргумент пассажиров, выбирающих частника вместо официального перевозчика, они едут быстрее. Но мало кто при этом задумывается, что такая сомнительная экономия времени может стоить жизни. По статистике, основная причина смертельных ДТП с участием нелегального такси и машин от сервисов BlaBlaCar – это превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. К тому же вы вряд ли узнаете о том, в каком состоянии водитель выехал с вами в рейс. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Виктор Беляков, Александр Демидов. Новости Уфа.